Любовь России к ней нетленна, к ней тянутся душою всей. Кубань и Днепр, Нева и Лена, и Ангара и Енисей. Люблю ее всю в пятнах света, всю в окомлении ивника. Но Волга для России – это гораздо больше, чем река. Стихи замечательного автора Евгения Евтушенко, посвященные, наверное, одной из главных рек нашей страны – Волге. И неспроста сегодня наш утренний эфир понедельника мы начинаем с этих замечательных строк, потому что именно сегодня отмечается День реки Волги. Волга – это могучая река, протекающая по территории России и частично Казахстана. Она неторопливо катит свои воды по направлению к Каспийскому морю. И вот несколько интересных фактов о ней. Эта река является одной из самых крупных в мире рек, а заодно самой длинной среди всех рек Европы. Дельта Волги является самой крупной среди европейских, а в мире занимает почетное 8-е место. Длина реки Волга превышает 3500 километров. Это сравнимо с рекой Амур. Некогда арабы, впечатленные масштабами Волги, нарекли ее Итиль, что в переводе означает попросту «река». Волга чрезвычайно важна не только как судоходная река, но и как источник электроэнергии, потому что расположенные на ней гидроэлектростанции обеспечивают электричеством все окрестные города. О Волге упоминал еще древнегреческий философ и писатель Птолемей, правда, называл он ее рэп. На Волге живут фламинго и пеликаны, а еще растут такие знаменитые цветы, как лотосы. И ежедневно эта река вливает в Каспийское море около 250 кубических километров воды. Тем не менее, уровень этого моря продолжает неуклонно понижаться. Интересная, полезная информация с утра. Ну а мы напоминаем, что это «Утро Якутии», понедельник, и с вами вновь встречаем это прекрасное время вместе с вами мы, я, Дарья Анкехова, и Павел Танин. Как вновь-то тебя не было 2 недели, по-моему, или 3. Вот, на самом деле, да, конечно, как вот без нас вообще? Вот, кто-нибудь пробовал из вас когда-нибудь начинать утро без нас? Вот, мне кажется, потом день очень не очень. Ну, замечательно, что все-таки мы все вместе, но давай продолжим. И, как всегда, давайте же узнаем, какая же погода у нас за окном, потому что действительно наша река Лена на сегодняшний день диктует условия свои, да? И погодные условия у нас сейчас такие нестабильные. Узнаем. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке 0 градусов. В заречной группе -2, +2. В южных районах 3-5 градусов тепла. В Вилюйской группе до -3, в Нижнеленских 2-4 со знаком минус. В западных районах 4 градуса выше 0. В Колыму-Нигирской до +8, в Янских 0 градусов. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке +1 градус. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Ветер северный 1 метр в секунду. Сегодня днем без осадков. Ветер восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до +13 градусов. Прохладненько на самом деле. Больше я надеялся на этот месяц, конечно, тепла получить. Но, как ты сказала, конечно, у нас река наша, она настолько могучая. Это, конечно, не Волга. Диктует свои условия. Прям говорит, как нам жить. Еще немного, Паш, и потеплеет и у нас. И вот я все-таки надеюсь, что этим летом максимальные температуры, рекордные, будут у нас Я просто тоже. слишком на тепло понадеялся. Вот, как по моему лицу видно. Чуть-чуть преждевременно, скажем так, к лету подготовился. Вот. Ну а прямо сейчас наши коллеги из информационной службы, уже был звоночек, говорят, мы новости хотим рассказать, там много чего произошло, поэтому слово им передадим. Доброе утро. Коротко о самых заметных событиях этого утра. Депутаты проводят мониторинг региональных демографических программ и лучшие практики предложат включить в нацпроект «Семья», сказала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Нацпроект «Демография» оказался недостаточно эффективным, и об этом свидетельствуют данные Счетной палаты. В этом году проект «Демография» завершится. Сейчас правительство готовит нацпроект «Семья», в который войдут все демографические задачи. Цитата: «Важно сделать так, чтобы в нем были действительно эффективные меры поддержки рождаемости», сказала Кузнецова.
Приемная кампания 24-25 учебного года будет проводиться в рамках нынешней системы высшего образования, то есть абитуриентов будут принимать в том числе на бакалавриат. Напомню, по словам главы Миноборнауки Валерия Фалькова, полный переход на новую систему высшего образования планируется с 25-26 учебного годов. Переход планируется сделать плавным и максимально комфортным и для вузов, и для абитуриентов, и для студентов. Северо-Восточный федеральный университет и Институт Шинчжэня Гуанчжойского университета традиционной медицины договорились о совместной подготовке медкадров. По словам ректора СВФУ Анатолия Николаева, подписанию соглашения предшествовала большая работа каждой из сторон. Ректор отметил, что сотрудничество даст возможность студентам Института Шинчжэня Гуанчжойского университета традиционной медицины обучаться в СВФУ по российским стандартам высшего образования. Вузы также договорились о прохождении практики студентов из СВФУ в медучреждениях Китая. В Амге прошло выездное заседание оргкомитета по подготовке и проведению цеха Улунхо. По проекту в этом году в Амге должен быть построен 21 регламентный объект. После осмотра объекта в актовом зале администрации состоялось выездное заседание оргкомитета по подготовке и проведению цеха. На заседании обсудили организационные вопросы, культурные мероприятия, а также вопросы с транспортным обеспечением. Вице-премьер Сергей Местников поручил в срок до 10 июня завершить все строительные работы, так как с 11 начнутся репетиции открытия цеха. Сегодня все объекты сооружения находятся на стадии строительства, и общая стройготовность этих объектов составляет 70%. Обсудили вопросы, связанные с в целом обеспечением безопасности, ну и также вопросы, связанные с размещением гостей, организацией питания, организованных участников, неорганизованных участников. Обсудили вопросы, связанные с проведением спортивных мероприятий, состязаний в рамках цеха Улунхо. Все вопросы достаточно глубоко проработаны, и в оставшийся период они будут еще до конца отточены, и мы проведем цех Улунхо на достаточно большом высоком уровне. В культурном центре «Сергеляские огни» состоялась встреча волонтеров с дирекцией по подготовке и проведению игр «Дети Азии». Всего отобрано 1900 волонтеров по 19 функциональным направлениям. На собрании члены дирекции по подготовке и проведению ознакомили волонтеров с основной информацией и функциональными особенностями. Отобрали 1900 лучших представителей волонтерского движения. Не побоюсь этого сказать, что всей страны. К нам приедут волонтеры не только наши, с нашей республики, но и приедут из других регионов нашей страны, а также будут представители волонтерского движения других стран. Сегодня первая встреча, где непосредственно наши волонтеры узнают основные моменты подготовки к играм, то есть основные понятия, правила волонтеров. На территории Якутска определили специально выделенные территории для массового отдыха населения. За причалом погрузки угля, беседка, мыс Кангаласский и Покровский тракт 20-й километр, правая сторона дороги Якутск-Покровск. В этих местах разрешено находиться в любое время, однако разводить костры нельзя. На территориях есть специальные места для жарки шашлыков на углях. Отдыхающие при этом должны предусмотреть небольшой противопожарный ров вокруг мангала и иметь под рукой воду для тушения, а также жарить шашлыки только на углях, а не на дровах. Уже совсем скоро, почти через месяц, 25 июня, в Якутске состоятся главные детские игры всего азиатского континента. И это ни для кого не секрет, 8-е игры «Дети Азии». Все мы, конечно же, с нетерпением ждем этого такого великого события в мире спорта. Да, ожидается приезд около 3000 участников и гостей из разных стран. И сегодня узнаем, как будет организована работа переводчиков во время игр, сколько и какая программа ожидает юных спортсменов. И расскажет про это наш гость, руководитель отдела по взаимодействию с командами и лингвистического сопровождения дирекции игр Сардана Жиндринская. Сардана Васильевна, доброе утро. Доброе утро. Доброе. Вот. Сколько всего у нас планируется? 3000 участников и гостей. Это очень много. Сколько на эту, так сказать, толпу веселую и настроенную на победу, сколько будет с ними работать переводчиков?
Ну и прежде всего я хочу сказать, что служба перевода — это очень важная часть работы вообще организации такого большого международного проекта. И, конечно, для того, чтобы все иностранные гости друг друга понимали, что происходит, мы планируем привлечь около 30 переводчиков, которые будут работать по разным функциональным направлениям. Это, конечно, у нас перевод самих соревнований на спортивных объектах, это перевод письменных документов Организационного комитета, Международного пресс-центра, а также перевод у нас официальных и протокольных встреч. Помимо этого у нас будет еще набираться большая команда переводчиков-атташе. Это переводчики, которые сопровождают наших не только иностранных гостей, но и вообще гостей, скажем так, которые приедут на игры, потому что переводчик-атташе — это не только лингвистическое сопровождение, обслуживание, но и вообще организационное сопровождение. Поэтому таких ребят у нас будет, не ребята, а специалистов, да, вот именно со знанием английского языка, но и редких языков. Таких порядка 50 планируется набрать здесь именно на играх. И здесь нам помогает, конечно, большая команда Северо-Восточного федерального университета, которая определена как оператор службы перевода. Ну, конечно, это огромная работа, да, возможно, многие как-то они немножечко подзабывают, да, о том, что, гости приезжают, да, есть спортсмены, есть достижения, есть комментаторы, да, собственно, а вот как взаимодействовать между друг другом, не все знают, А что... вот нет переводчика, Да, и вместо и всё. стадиона команда куда приехала? Куда-то не на Куда стадион. не туда, да? Да, а вообще Хорошо. какие языки будут, наверное же есть, пул языков, которые будут точно использоваться. Да, как само название говорит, международные спортивные игры «Дети Азии» — это прежде всего азиатские языки, но, конечно, мы все понимаем, что английский язык — это международный язык общения, поэтому он, конечно, будет преобладающим языком, но помимо специалистов с знанием английского языка мы планируем набрать еще специалистов с редкими языками. Это у нас арабский язык, монгольский язык, тайский язык, да, именно для тех команд, возможно, где английский язык не на таком высоком уровне, да, но и вообще это делается для того, чтобы наши спортсмены, они же дети, возможно, где-то кто-то не успел в школе, да, подучить английский язык, поэтому чтобы им было комфортно, им было хорошо в лингвистическом плане. Сардана Васильевна, а вот вы сказали, мы будем привлекать. Хватает ли вот кадров именно в нашей республике или все-таки будут какие-то сторонние, да, специалисты? У нас очень много специалистов первоклассных. Северо-Восточный федеральный университет у нас с нами работает еще с прошлых игр, поэтому у нас опыт большой в лингвистическом плане, и такой корпус уже достаточно хорошо работает и в больших других проектах на территории Республики Саха-Якутия. Но если у нас где-то нехватка будет чувствоваться, мы будем привлекать из центральных городов, и работа ведется. То есть будет такой опыт еще к тому же, да? Да, Обмен опытом, конечно, да. в первую очередь. Вот и если будут привлекаться, есть ли какие-то определенные направления, по которым будет, возможно привлечение, или в принципе привлечь могут там в том числе и даже переводчик-атташе на такие позиции? Да, то есть переводчики-атташе, они будут сопровождать вот именно сознанием таких языков руководителей делегаций, почетных гостей, но и сами команды по видам спорта и приглашенных лиц, которые по тем или иным, с теми или иными целями приезжают на игры в качестве организаторов, гостей и так далее. Вот еще такое познание у нас появилось, что помимо культурной спортивной программы предполагается какая-то интенсивная образовательная. Причем я с играми «Дети Азии» достаточно тесно знаком в рамках 2016 года. Мы тоже освещали, да, это очень сильно, это событие. И про образовательную программу в рамках игр я слышу впервые. Это какое-то нововведение или всегда это было? И вообще вот подробнее о ней расскажите. Международные спортивные игры «Дети Азии», мы всегда говорим, что это не только спортивная платформа, это такая коммуникационная, это очень большое поле, да, где вот ребята из других стран, со всего азиатского континента, это для них возможность познакомиться, поучиться, да, это очень большая коммуникативная такая платформа, да, межкультурной коммуникации. Соответственно, помимо спортивной программы, ребятам будет предоставлена возможность не только вообще соревноваться, но и вообще присоединиться к экскурсионной, культурной программе, но и образовательной программе. То есть мы хотим, чтобы игры «Дети Азии» для них было не только именно со стороны спортивного аспекта,
аспекта, но и вообще присоединиться к чему-то другому. Соответственно, мы готовим большую образовательную программу. Это проекты с Международного комитета Дети Азии. Да? Соответственно, они называются именно целью продвижения истинных спортивных ценностей, продвижения олимпийских принципов, да? Но и вообще будут изучать такие аспекты спортивной карьеры, как антидопинг, спортивная психология и так далее. Светлана Васильевна, если, допустим, сейчас кто-то из наших телезрителей, да, прослушая вот наш диалог, да, захочет принять участие именно в качестве переводчика, но это могут быть выпускники ФИЯ, да, и там с корочками, это могут быть преподаватели английского языка, да, вот они, увидев сегодня наш эфир, скажут: а я ведь тоже могу, я ведь готов быть задействован в этом. Возможно ли сейчас еще подать заявку и стать частью такого знакового события? Но я хочу сказать, что большая работа уже проделана, мы уже набрали определенное количество переводчиков. Конечно, все равно работа ведется, какие-то корректировки идут, поэтому где-то, если очень большое желание, есть большой уровень языка, есть инициатива и желание работать с нами, конечно, мы будем рады рассмотреть такую возможность. Здорово. Светлана Васильевна, ну, спасибо большое за ответ на вопросы. Все готовимся, все ждем. Чуть больше месяца осталось до главных спортивных событий не только нашей республики, а вообще реально азиатского региона, международного азиатского региона. Мы желаем вам доброго утра и хорошего, продуктивного рабочего дня. Вам тоже спасибо. Дорога в большой спорт начинается, конечно, с самого детства. Путь к заветным медалям не всегда просто, но самое главное – это вера в себя, терпение, сила и, конечно же, дисциплина. Да, и мы призываем всех наших телезрителей заниматься спортом, ну или хотя бы делать по утрам зарядку каждый день вместе с нами. Доброе утро! Мы начинаем нашу зарядку. Сегодня я покажу вам комплекс упражнений, именно комплекс упражнений, который прорабатывает все наши мышечные группы. Вернусь к тому, что, опять-таки, мы можем использовать эти упражнения непосредственно как в зале, фитнес-зале, так и дома. Сегодня нам понадобится, возвращаясь к нашему мячу, митболу, в домашних условиях это может быть футбольный, либо баскетбольный мяч, либо какой-то иной мяч, который помогает нам сохранить баланс в данном упражнении. Мы к нему еще вернемся. И нам понадобится гиря. Гирю мы можем использовать в зале, но если у нас с вами нет под рукой гири, мы можем вернуться и показать то же самое упражнение с нашим мячом. Итак, не забываем, что в данном комплексе у нас работают все мышечные группы. Показываю. Упражнение простое. Никогда не забываем, что в любом упражнении мы должны с вами держать в напряжении всегда мышцы кора. Я буду стоять к вам боком и показывать данное упражнение, чтобы вы могли отсканировать и видеть полностью всю симметрию выполнения упражнений. Итак, данное упражнение буду выполнять с гантелей. Вы можете использовать обычную 5-литровую бутылку с водой, либо набитую песком. Держу ее, хват закрытый перед собой. Разворачиваю корпус, ставлю ноги шире плечевого сустава. Никогда не забываем, что наша голова всегда должна быть продолжением нашего позвоночника. Неправильное выполнение, как не нужно делать вот так, да? Вот так. А мы смотрим четко прямо, соответственно, голова параллельно позвоночнику. Итак, первый элемент выполнения упражнений. Я опускаюсь вниз, голову держу ровно, поднимаюсь вверх. Это первый элемент выполнения упражнений. Здесь у нас работают с вами ноги и большая ягодичная. Что я добавляю к этому? Я добавляю свои руки. Начинаю движение подъема на выдох, мах перед собой. Помним, либо гиря, либо бутылка песком. Данное упражнение мы с вами можем выполнить 30 раз в одном подходе. Если это начинающий, мы выполняем данное упражнение по 2-3 подхода по 20 раз. Если это более продвинутые, которые имеют непосредственно базовые уже какие-то свои базовые наработки в фитнесе, то, соответственно, данное упражнение мы можем выполнять по 3-4 подхода и в подходе по 30-40 раз. Еще раз показываю. В каждом упражнении выбираем наиболее комфортный
темп выполнения упражнений. Наше первое упражнение. Второе упражнение. То же упражнение мы можем выполнять с мячом. Но здесь у нас идет ударная нагрузка. Мы подключаем мышцы спины. Мяч держу перед собой. Мышцы кора в напряжении. Голову прямо. Я опускаюсь вниз и выполняю ударную нагрузку вверх. И еще раз. Показываю медленно. Темп выполнения упражнения определяем сами. И я покажу, как это делать быстро. На этом все. Хорошего дня. Паша, как ты считаешь, вообще спорт – это искусство? У меня здесь написано ответ. Ну, вообще, конечно, как можно не считать спорт искусством? Понятно, что это искусство, но не в том плане, да, как мы привыкли, там, рисование и так далее. Тем не менее, в каждом спорте есть свои элементы. Нужно применять какой-то творческий подход, чтобы, особенно если это соревновательные виды спорта, когда ты вживую соревнуешься с человеком, будь то шахматы, будь то командные виды спорта, когда вот происходит противостояние, всегда нужно добавить креатива, добавить какой-то вот неожиданный момент, и это ли не искусство? Все время, вот твои размышления, они, мне кажется, ну, вот полностью раскрыли всю эту тему, да, ведь, по сути, спорт и искусство являются разными формами самовыражения, но они могут иметь некоторые сходства. Они оба требуют от человека высокого уровня мастерства, ну и, соответственно, чтобы добиться результата, нужно приложить Творческий подход. все свои навыки. Да, и вот вы тут спросите, а при чем здесь балет? А потому что артисты балета выступили в Анзале станции Курская в честь 89-летия московского метрополитена в среду. На кадрах танцоры выступают перед зрителями на импровизированной сцене. Профессиональные театральные труппы исполнили для пассажиров отдельные партии из «Лебединого озера» и «Спящей красавицы» Петра Чайковского, «Призрачного бала» Фредерика Шопена, «Жар птицы» Игоря Старовницкого и «Эсмеральды» Цезаря Пуни, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта Москвы. В честь праздника на разных станциях московского метрополитена прошли флешмобы, выступления академического хора, а также вальс поколений. Замечательные кадры. Ну а вообще, кто не любит танцевать? Вот. Мне просто интересно, вот из метро выходят, ну, как бы, классно, наверное. Классно, классно. Да и вообще, непередаваемое мне ощущение. кажется, танец, это жизнь. Танец — это жизнь. И, конечно, вот глядя на эти кадры, мы можем... А возможно ли у нас, допустим, в Якутске сделать такое же на остановках автобусных? Можно. Ты выходишь, особенно Можно. в час пик, вот так вот вышел, и тут такая легкость. Конечно, можно ведь, Паша, танцевать дома, да, можно танцевать на сцене, но все это, конечно, зависит от человека, да. Иногда не хватает, допустим, опыта, иногда не хватает техники, да, но это совершенно не мешает хоть, знаешь, иногда, но свою вот эту страсть, пылкость вот выпустить наружу. Поэтому я, например, за то, что танцевать должны все, от мала до велика. Ну, недавно я, знаешь, на что обратила внимание? О том, что, в общем, танец свой можно определить по гороскопу. Вот как бы то ни было, есть такой танцевальный гороскоп. Я посмотрела за тебя. За меня посмотрела, За спасибо. тебя посмотрела информацию. В общем, Паша, твой Лучше бы танец... эфир за меня провела, конечно. Твой танец — это танго. Очевидно. Ну, по мне же видно, ну, прям. Танго! Да? Ну, да. А вот балет — это история про такой знак зодиака, как львы. То есть вот там сейчас в Москве это все львы были. Это львы, скорее Это всего. все были львы. В общем, на досуге посмотрите, обратите внимание на такой необычный гороскоп. Ну а что сулят нам звезды на этой неделе, узнаем прямо сейчас. Овен. У овнов эта неделя может быть стрессовой, поэтому контролируйте свои эмоции и действуйте обдуманно, чтобы избежать проблем на работе. Ожидайте возможные финансовые потрясения и по возможности увеличьте резервный фонд. Телец. Следующая неделя обещает быть благоприятной. Звезды складываются в вашу пользу, добавляя позитив и энергию в вашу жизнь. Ваша быстрая реакция помогут преодолеть возникающие трудности. Сейчас отличное время для обмена мыслями и идеями. Близнецы.
Близнецы смогут уладить конфликты с родственниками и провести несколько краткосрочных деловых поездок и встреч, которые окажутся полезными. Хотя вы можете чувствовать отсутствие концентрации на своих целях, не стоит переживать. Попытки улучшить финансовое положение могут привести к спешным ошибочным решениям. Рак. На этой неделе вам может потребоваться больше времени для самоанализа и внутреннего обновления. Уделите внимание своим внутренним потребностям. В этот период поддерживайте баланс между работой и личной жизнью. Лев. У львов на этой неделе возможны некоторые трудности и препятствия. Важно оставаться сосредоточенным и уравновешенным, поскольку окружающая энергия может вызвать проблемы. В личной жизни возможны напряжение и разногласия с близкими. Открытое и честное общение поможет избежать недоразумений и найти компромиссы. Дева. На этой неделе вы почувствуете прилив энергии и оптимизма. Это отличное время для новых начинаний и выхода из зоны комфорта. Ваши любовные отношения также будут процветать, и ваша вторая половинка может удивить вас приятными сюрпризами. В финансовом плане возможна неожиданная выгода, но важно контролировать расходы. Весы. Ваше финансовое положение требует особого внимания. Из-за текущих обязательств вам нужно искать новые источники дохода. В работе наступает период, когда события помогут прояснить ситуацию и устранить сомнения. В личной жизни изменений не ожидается. Если вы одиноки, пора отвлечься от прошлого, добавить развлечения в свою жизнь и открыться для новой любви, которая уже не за горами. Скорпион. У скорпионов энергия и настроение находятся на высоком уровне, что способствует переменам и новым начинаниям. Вам необходимо разрешить нерешенные вопросы и закрыть старые главы. Будьте осторожны в работе, особенно в общении и выборе того, кому доверять, так как ваша открытость может создать риски. Стрелец. На этой неделе вас ожидают новые возможности в финансах и в бизнесе, которые особенно важны для вас. Вы поставили высокие ожидания на работе, что требует усердия и самоотдачи. Будьте осторожны. Возможны предательства, поэтому доверяйте своей интуиции и действуйте осторожно. Козерог. Ваша неделя обещает быть активной и насыщенной. Новые интересы и профессиональные задачи повышают ваш уровень адреналина. Вам нужно быть на высоте, чтобы эффективно справляться с рабочими обязанностями. Уделите внимание своему любимому человеку, который поддерживает вас, чтобы он не чувствовал себя обделенным. Если вы одиноки, будьте осторожны, чтобы не стать жертвой обмана в личных отношениях, поскольку ваша открытость и доброта могут играть против вас. Водолей. На этой неделе у вас возникнет идея к улучшению и изменениям в жизни, а многочисленные возможности помогут вам постепенно достигать желаемых результатов. Научитесь быть терпеливым и справляться со стрессом. Если вы одиноки, то, возможно, вы встретите интересного человека. Будьте открыты для новых знакомств, ведь любовь может появиться там, где вы ее меньше всего ожидаете. Рыбы. Эта неделя и следующий период будут активными и требовательными. Вы расширите свой кругозор, заведете новые знакомства и найдете единомышленников, с которыми можно поделиться переживаниями и успокоиться. На работе грядут трудности, но все решится в вашу пользу. На этой неделе подходящее время для планирования будущего с вашим романтическим партнером. Принимайте совместные решения о вашем будущем статусе или совместном проживании. На календаре 20 мая, и из-за века, конечно же, сложились такие плохие приметы и запреты, которые действовали именно в этот день. Так, например, сегодня нежелательно считать деньги, чтобы не потерять все, что нажили. Нежелательно стричь в этот день своих детишек, так как можно здоровье ребенка укоротить и удачу его отрезать. А также 20 мая обычно не сеяли никакие семена и растения, соответственно, не пересаживали. Но я боюсь предположить, что в этом году погода позволяет 20-го ничего не садить. Почему? Вовсю дачники, это что, сейчас самое время? Ну, ошибся, значит. Ну, дачник — это не моя стезя мы поняли. Танго. Танго. Вот. Ну, как бы в любом случае возьмите на заметку все, что мы только что сказали, а какими датами и событиями отмечен этот день в календаре еще, узнаем далее. На календаре 20 мая. Сегодня Всемирный день метеорологии. День Волги. По народному календарю – купальница. На Руси день получил свое название в честь обычая купать лошадей в реке.
Всех кобыл и жеребцов, имеющихся в хозяйстве, в этот день обязательно нужно было прогнать по речной воде. Кроме того, и сами крестьяне окатывались водой из ближайшего водоема. Считалось, что это придаст им сил, здоровья на целый год. Этот день в истории. В 1570 году в Антверпене напечатан первый в мире географический атлас. В 1742 году в этот день русский штурман Семен Челюскин на собачьих упряжках достиг самой северной оконечности Евразии. Этот день также считается днем рождения джинсов. В 1942 году в этот день учрежден Орден Отечественной войны первой и второй степени. В 1942 году завершилась Керченская десантная операция советских войск. В этот день родились Федор I Иоаннович, русский царь, последний царь из династии Рюриковичей, Анаре де Бальзак, французский писатель, Эдуард Бухнер, немецкий ученый-химик, Нобелевский лауреат, Алексей Моресьев, советский летчик, герой Советского Союза, Эдвард Льюис, американский генетик, Нобелевский лауреат. В этот день также родились Роман Карцев, советский российский артист эстрады, театра, кино, народный артист России, и Алексей Гуськов, советский российский актер театра и кино, продюсер, народный артист России. Именины сегодня отмечают Антон, Давид, Иван, Иосиф, Михаил, Семен, Степан и Фалдей. Ну а мы продолжаем наш утренний эфир милыми кадрами из московского зоопарка. Там детеныш краснокнижной панды Катюша изучает мир уличного вольера. Вот мы сейчас видим эти замечательные кадры, да. Малышка внимательно рассматривает одуванчик, а затем покоряет очередную вершину – деревянную балку. Мама Дин-Дин принимает водные процедуры в небольшом водопаде. 29 апреля на сайте мэра и правительства Москвы сообщили, что с наступлением тепла Катюши открыли доступ в уличный вольер зоопарка, который адаптировали под нужды маленькой панды. Ей сделали горку, понизили уровень воды в бассейне и настроили систему, которая будет поддерживать требуемую температуру и влажность. Первый в России детеныш большой панды появился на свет 24 августа прошлого года в московском зоопарке у Жуи и Дин-Дин. Ну а вообще необходимо напомнить, что в дикой природе панды водятся исключительно в Китае и признаны национальным достоянием Поднебесной. Другим государствам большие панды передаются по Великому блату. Нет, По договору аренды. По договору аренды. По Вот договору они, аренды, конечно. милые панды. Да, вот примерно так же тангу я и танцую. Как вот. С московского зоопарка мы перенесемся на Ленинский проспект. Здесь мама-утка совсем недавно переводила птенцов в пруду через столичную проезжую часть. Птица спускается по лестнице и ведет утят через оживленную столичную магистраль. По словам очевидцев, утка, обитающая на территории Центральной клинической больницы святителя Алексея, совершает этот ритуал каждый год. Вероятно, малыши вылупляются в парке больницы, и для того, чтобы добраться до водоема в нескучном саду, им необходимо пересечь всю территорию медицинского учреждения и проезжую часть. Да. В мире животных много вообще заботливых мам, но мама-утка заслуживает особого внимания. Эти птицы стали символом заботливых родителей. Одной из самых удивительных особенностей мамы-утки является ее способность собирать своих малышей. Тем временем у жителей Химок прямо на балконе поселилась дикая утка. Она свила гнездо в цветочном горшке, а затем снесла там 11 яиц. Позже из них вылупились утята. После этого жители квартиры помогли семейству переехать в ближайший водоем. Ну, а май как бы с утками тоже связан, но связан он еще и с другим, да, с времяпровождением. Это традиционное время для пикников. Шашлык в России больше, чем шашлык. Действительно. Не просто это, еда. знаешь, Паша, я бы сказала, это некая альфа и омега майских праздников. Это определенная константа, которая объединяет прям поколение и поколение. Хотелось бы процитировать персонажа, переделать и изменить цитату персонажа одного культового фильма российского. Все мы из шашлыка появились и в шашлык должны вернуться. Ну, в плане того, что, конечно, это традиция многовековая в мае на шашлык. Но иногда прекрасного праздника, да, в хорошей компании можно получить, кстати говоря, штраф, да, ну и встретиться с сотрудниками правопорядка, да, вот как все-таки не рисковать и что нужно делать правильно, да, по закону, как можно организовать себе пикничок, мы узнаем в рубрике нашего юриста. Здравствуйте! За окном май, а значит наступила долгожданная пора шашлыков и отдыха на природе. Ежегодно и уже традиционно силами администрации проводятся рейды по местам массового отдыха населения.
На территории Якутска таковыми являются микрорайон Кангаласы за причалом погрузки угля, Покровский тракт, 25-й километр возле села Табага, Намский тракт, 22-й километр, левая сторона Якутск-Намцы и Покровский тракт, 20-й километр, правая сторона дороги Якутск-Покровск. В этих местах разрешено находиться в любое время, однако разводить костры нельзя. На территориях есть специальные места для жарки шашлыков на углях. Отдыхающие должны предусмотреть небольшой противопожарный ров вокруг мангала и иметь под рукой воду для тушения. А также жарить шашлыки только на углях, а не на дровах. Чтобы избежать пожара в лесу, при посещении леса соблюдайте меры пожарной безопасности. Не разводите костры, не бросайте непотушенные окурки и спички, не выжигайте сухую траву и не оставляйте после себя стеклянную тару, впрочем, как и иной остальной мусор. Основными причинами возникновения лесных пожаров традиционно являются неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах может повлечь наложение штрафа на граждан в размере от 5 до 15 тысяч рублей, на должностных лиц от 20 до 30 тысяч рублей, на юридических лиц от 300 до 400 тысяч рублей. А если вы стали очевидцем пожара, то немедленно сообщите в пожарную службу. Предупредите всех находящихся поблизости людей о необходимости выхода из опасной зоны. Выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно направлению движения огня. Если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой, при этом рот и нос прикройте тряпкой. При тушении пожара действуйте осмотрительно, не уходите далеко от дорог и просек. Не теряйте из виду других участников, а поддерживайте с ними зрительную связь. Отдыхая, не забывайте о бережном отношении к природе. До свидания. Продолжаем освещать самые заметные события в республике, стране и мире. Доступность финансовых услуг для россиян, приобретающих жилье в новостройках, повысится, если предусмотреть в законе возможность открытия счетов эскроу удаленно. Это также будет стимулировать продажи жилья, реализуемого застройщиками по договорам участия в долевом строительстве. При этом злоумышленники не смогут воспользоваться послаблением в своих корыстных целях, так как процедура будет жестко увязана с использованием государственных информационных систем, имеющих высокий уровень защиты. Дополнительные инвестиции российских IT-компаний в разработку программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов составят 174 миллиарда рублей к 2030 году. Об этом рассказал замминистра цифровизации Сергей Кучушев. Он также отметил, что министерство рассчитывает продолжить разрабатывать меры поддержки для стимулирования заказчиков на использование российского ПО и ПАК. Ранее в мае президент России Владимир Путин поручил обеспечить к 2030 году переход не менее 80% российских компаний ключевых отраслей экономики на базовое и прикладное российское программное обеспечение. Глава Якутии Айсан Николаев презентовал выставочный стенд республики на 8-м российско-китайском экспо президенту России Владимиру Путину и заместителю председателя Китайской Народной Республики Хань Джену. Цитата: «Выставка знакомит гостей с многогранностью и красотой Якутии, с нашими уникальными проектами и изготавливаемой продукцией», написал в своем телеграм-канале глава региона. Отмечу, российско-китайское экспо включено в список основных мероприятий, организуемых в Китае в связи с 75-летней годовщиной установления дипломатических отношений между нашими странами. Это эффективная платформа для обсуждения вопросов торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также расширения контактов между регионами России и Китая. Детско-родительская конференция в рамках грантовых проектов «Здесь будет город-сад» и школа растениеводства и земледелия прошла в Верхневилюйском районе. Волонтеры, несовершеннолетние и их родители поучаствовали в круглом столе, викторинах, игровых занятиях и мастер-классах. Была также выставка продажи цветочных и овощных рассад, продукции из натурального меда. Также пригласили и спикера из Вилюйского района для обмена опытом. Она, Мария Орлусова, с семьей занимается разведением пчел с 2017 года. Каждый рассказал о своей деятельности, о своей цели, можно сказать, будущих планах. И каждый рассказал о своем опыте. Да, я уже узнала, что здесь, оказывается, молодцы, они очень какие хорошие пчеловодством занимаются. И вот уже начали овощеводством еще заниматься, растениеводством. И я поделилась опытом, рассказала некоторые там минусики, плюсики. И
каждому мы дали интерес хороший. Даже участники заинтересовались конференцией. Пение птиц, цветение растений и изобилие молока. После долгой холодной зимы якутяне встречают долгожданное лето. По традиции варят утиный суп, готовят оладьи, кумыс и просят духов земли благополучия. Ну а сельхозработники переезжают в летники, то есть Сейлык. В Якутии 6 лет назад по указу главы региона 22 мая объявлено Днем Сейлыка. В преддверии этой даты в Якутске на площади Орджоникидзе прошло праздничное мероприятие. Развернули ярмарку местной продукции, работники кафе угостили традиционной едой, также организовали обряд встречи лета и книжную выставку. На площади Орджоникидзе большое мероприятие, посвященное Сейлык-Күне. Организаторами мероприятия является окружная администрация города Якутска. Провели концертные программы, игровые программы, продажа якутской местной продукции была, контактный зоопарк, это телята местные наши, утки, гуси. Это все мероприятия, посвященные для года семьи. Всем оно подходит. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. Но тем временем технический прогресс вытесняет из нашей жизни то, без чего еще недавно, казалось бы, невозможно обойтись. Только за последний век исчезли более 600 профессий. Например, в Великобритании и Ирландии существовала профессия человека-будильника. Связано это было с появлением в 19 веке рабочего класса, чей распорядок дня предполагал ранние подъемы. Но на самом деле хочу сказать, что никуда человек-будильник не ушел. Это стали дети, которые в выходные тебя будут в 6 утра. Очень справляются хорошо с этой задачей. Но все-таки, возвращаясь к теме такой интересной профессии, привычные сегодня механические будильники в те годы были достаточно дорогими, либо они были не очень надежными. Задача человека-будильника заключалась в том, чтобы заставить рабочего проснуться в нужное время. Так происходило вплоть до 20-х годов прошлого века. Уже забытые и редкие профессии вспоминает наша рубрика «Истории в кадрах». Здравствуйте. Меня зовут Ирина Григорьева, я являюсь ведущим экспертом Национального центра аудиовизуального наследия народов Республики Саха-Якутия имени Ивана Жираева. Современный мир постоянно меняется. Меняется быт, мода, культура. Новое время всегда диктует новые профессии. Например, сейчас появилась новая специальность блогера и стали востребованы профессии, связанные с цифровыми технологиями. Наш центр предлагает вам перенестись в прошлое и вспомнить, возможно, забытые профессии. Но некоторые из них сейчас трансформировались или поменяли свой функционал. В нашем центре более 40 тысяч видеодокументов. Более 1000 из них посвящены людям труда. С берега на берег. Иркутская студия кинохроники в 1965 году в Алекнинске сняла работу мужчины с необычной профессией. 25 лет трудился на большой воде перевозчик Петр Иванович Корнилов. Алекминчане не раз становились героями сюжетов кинохроник. Эти лица для потомков увековечил оператор студии кинохроники Никандр Савинов. На момент съемок Петр Иванович работал на переправе и перевозил людей с берега Лена до острова Кылла. 29 километров по прямой с Алекнинска. На войну и с войны. На свидание и домой. Мальчишки и девчонки уезжали в большие города и возвращались учеными, инженерами, капитанами. С берега на берег, и в дождь, и в ветер, и в стужу, и в холод перевозчик Петр Корнилов всегда был предан своей лодке, а значит и своему редкому ремеслу. При любой погоде работал и письменосец Кириллов, который на этих кадрах спешит на оленях к Витимо-Алекнинскому аэродрому. Эти уникальные кадры 1937 года и первые документальные свидетельства работы письменосцев в Якутии. Именно так раньше называли почтальонов, которые разносили только письма. Рождение почтовой службы в Якутии относят к 1733 году, когда был открыт Иркутско-Якутский почтовый тракт. Уже в 1886 году были открыты первые почтовые конторы в Якутске, в Алекнинске, Нахтуйске и Витиме. К концу XVIII века трактовые почтовые станции, на которых обычно стояла одинокая изба, постепенно превращались в селения. Приезжали новые люди. На этих кадрах Кириллов доехал до местной посадки самолета, который привез посылки, письма для жителей таежных поселков.
Оператор Матков отснял процесс загрузки корреспонденции. А это большие килограммовые мешки, после которого Кириллов продолжает свой долгий и нелегкий путь до жителей сибирской тайги. Кстати, именно так доставлялись в разные уголки Якутии и первые бобины с кинопленками. И об этом знают не понаслышке киномеханики, работавшие в северных районах Якутии, которые крутили кино в стадах в отдаленных северных районах. Сейчас в кинотеатрах все автоматизировано, а раньше киномеханики ездили по всей Якутии. Особое внимание уделяли наиболее отдаленным точкам, где жили и работали рыбаки, охотники и оленеводы. На этих кадрах киномеханики Красного Чума приехали в стадо Гаврилевых. Каждый приезд – это всегда праздник. Тяжелые бобины с 16-миллиметровыми пленками, установка оборудования, зарядка пленкой, интересный кинорепертуар – все это вносило особую атмосферу в суровые трудовые будни оленеводов. Киномеханика – это призвание, отмечают работники кинофикации, проработавшие много лет в этой сфере. Звук аппаратуры и динамика в кинобудке навсегда привила любовь к киноискусству многим мальчишек и девчонок, которые потом навсегда связали свою жизнь с киноискусством. Поступали в Якутскую школу киномехаников, возвращались в родные наслега специалистами и оставались работать в кинотеатрах, крутить кино. В новом кинотеатре «Амга» готовится к очередному сеансу. Все как в обычном кинотеатре. Только афиши приходится менять чаще и думать о том, как же привлечь зрителей. Кинотеатр «Амга» был построен по инициативе общественности и Якутского управления кинофикации судным способом. Это означает, что он прежде всего должен окупить расходы, затраченные на строительство. На двойной спрос и отдача двойная. Фестивали, тематические вечера и выставки сразу сделали кинотеатр любимым местом отдыха амгинцев. По мере развития общества необходимость в некоторых профессиях неизбежно пропадает. Востребованная несколько веков назад профессия сейчас уже история, но они до сих пор вызывают живой и неподдельный интерес. На сайте нашего центра вы можете найти еще больше интересных аудиовизуальных документов. Мы регулярно публикуем исторические кинокадры в наших соцсетях. Смотрите нас на платформе Дзен, Рутуб, YouTube. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Вы везде найдете нас по названию «Кинохроника Якутии». Или просканируйте QR-код, который видите на экране. Это была рубрика «История в кадрах». Изучайте историю вместе с нами. Это интересно. Ну, продолжим про исчезнувшие профессии. Одна из таковых – это чтец. В это трудно поверить, но с наступлением промышленной революции на фабриках и заводах, где люди много часов подряд были заняты многотонным, монотонным трудом, существовал человек, развлекающий их чтением газет, художественной литературы и стихов. Вот зачастую этих людей нанимали за деньги, собранные всем коллективом. А вот на острове Свободы чтецы существуют и по сей день. В настоящее время на Кубе профессиональными чтецами на фабриках трудятся более 300 человек. Все они являются государственными служащими. Чтению текстов они посвящают всего 90 минут в день, а остальную часть рабочего дня они отводят для подготовки материалов на следующую читку и обсуждения прочитанного с рабочими. Так сказать, аудиокниги, которые мы заслужили. Ну, действительно, интерес к чтению сегодня возрождается. Рост вообще читательской активности особенно заметен среди молодой аудитории. В этом есть заслуга работы библиотек. Второй год подряд Национальная библиотека Якутии в течение всего мая проводит межрегиональный фестиваль чтения «Читаем все». Мероприятия фестиваля включают в себя выставки книг и иллюстраций, научные мероприятия, встречи с писателями и иллюстраторами, а также лектории и мастер-классы. В этом году фестиваль обещает быть еще более масштабным. Основная тема – это традиционные и духовные ценности, которые формируются в первую очередь через чтение. В основу фестиваля, приуроченного Году семьи в России и Году детства в Якутии, вошли мероприятия, посвященные литературному и культурному наследию страны. Буквально сегодня у нас прошла литературная игра по сказкам Александра Сергеевича Пушкина. На эту игру, кстати, можно записаться в течение мая месяца коллективно. Это мероприятие для школьников. Записаться можно по номеру 455-855. Найти новые формы мотивации чтения – главная задача фестиваля. Организаторам в этом помогают тренды культуры. К примеру, в этом году впервые проводится всероссийский конкурс «Комикс вместе». На сегодня поступило более 60 рисованных историй со всей страны.
Они посвящены историческим событиям, персоналиям России, мифам и эпосу. Есть и на свободные темы. Современное поколение, оно более воспринимает рисованные, значит, истории. И получается, даже при обучении этот эффект, он значительно более достигает в цель, нежели сам текст. Происходит развитие когнитивных способностей и, значит, концентрация памяти и развитие какого-то логического мышления. До конца мая всех неравнодушных к чтению от мала до велика ждут встречи, выставки и вебинары. Красной нитью обширной программы проходит тема чтения в век цифровизации. К обсуждению глобального процесса присоединяются ведущие библиотекари и ученые страны. Подробная программа на сайте Национальной библиотеки Якутии. Специально для Якутия-24 медиацентр Национальной библиотеки. Для руководителей и работодателей всегда остается актуальным вопрос, как найти, привлечь и удержать талантливых сотрудников, как создать сплоченную рабочую команду. Можно сказать, что во многих отраслях экономики наблюдается нехватка кадров, меняется ожидание специалистов от работы, и сегодня все больше работодателей понимают, что необходимо уделять большое внимание развитию кадров в организации, создавать благоприятные условия для сотрудников. Поговорить на эту тему к нам пришел ректор Высшей школы инновационного менеджмента при главе Республики Саха-Якутия Василий Миронов. Василий Сергеевич, доброе утро. Доброе утро. Ну вот первый вопрос, конечно, какие тенденции в сфере управления персоналом вообще вы видите сегодня, на что нужно понимать современному работодателю, и чтобы привлекать и, главное, сохранять своих сотрудников на долгое время? Действительно, трендов очень много в управлении кадрами, они каждый год обновляются, меняются. Я бы хотел остановиться на некоторых из них, но главный, который я выделил бы, это, наверное, все-таки, что это привлечение, поиск грамотных специалистов, талантов в условиях дефицита кадров. Это и обусловлено демографическими вызовами. Сейчас это рынок не работодателя, а рынок соискателя кандидата. Другой тренд можно обозначить, что вот после ковидное время особенно это поиск баланса между личной жизнью и работой. Да, то есть и гибкие графики работы, гибридные форматы работы, это тоже стало таким трендом, который необходимо обязательно учитывать. Ну и, конечно же, сама вот роль специалиста по управлению кадрами, HR, она меняется. Если раньше это такая административно-учетная была больше функция, то сейчас это больше такой стратег, агент изменений. Вот. Ну и в целом работники больше уже не зарплату, комфортные условия труда смотрят, а такой даже шире становится эмпатичное отношение от работодателя, вообще, чтобы ценности работника совпадали с корпоративными ценностями, такие вещи уже больше. Ну, это следующий уровень, можно сказать. Ну а вообще сегодня какие возможности есть у работодателей для того, чтобы вот именно развивать своих сотрудников, о чем вот вы только что говорили, да, про вот эту эмпатию? Ну, действительно, если вот посмотреть опросы кандидатов, соискателей, то вот топ критериев, по которым они выбирают работодателя, это все-таки хорошая заработная плата, финансовая стабильность, уверенность в завтрашнем дне, то есть долгосрочные гарантии трудоустройства и вот сама интересная работа и приятная, комфортная атмосфера рабочая. То есть, соответственно, работодателю необходимо как раз это учитывать и обеспечивать необходимый уровень вовлеченности сотрудников. То есть вовлеченный сотрудник – это тот, который хорошо отзывается о своей работе, остается на ней, да, держится за свою работу и прилагает максимум усилий, чтобы делать свою работу качественно. Ну и, конечно, это, наверное, в первую очередь инструменты нематериальной мотивации, то есть обеспечение условий для профессионального развития, личностного развития работника, корпоративная культура, которую необходимо поддерживать в организации. Вот перечислили очень много таких, скажем так, требований, которые потенциальный работник предъявляет. Странно вообще звучит, да, вот можно ли было подумать 10 лет назад, что мы будем говорить фразу «потенциальный работник предъявляет требования к работодателю». Причем, смотри, как грамотно все формулировка какая, да, то есть это работает, это действительно есть сейчас, это не просто слова и теория, да, на практике так есть. Да, это действительно, вот сейчас уже, вот я как сказал, да, больше предприятия, организации, да, ищут таланты, но если не получается на внешнем рынке найти, они делают это, взращивают таланты внутри у себя в организации. Но 23 мая в Якутске пройдет региональный форум, да, очень интересное мероприятие. Вот для кого оно будет полезно? Да, 23 мая это у нас HR-форум, HR-день «Время людей» он называется. Это
Форум ориентирован в первую очередь на руководителей, специалистов по управлению персоналом. И будет 3 трека, то есть это HR в государственном секторе, это специалисты государственного муниципального управления будут участвовать, HR в крупных корпорациях и вот в малом и среднем бизнесе. То есть такие 3 трека. И, конечно, это в первую очередь обмен практиками управления персоналом. Экспертные выступления будут. Ну, также это у нас в программе запланированы мастер-классы, тренинги и, конечно, неформальное общение. Ну и такая глобальная цель, это, наверное, все-таки вот каждый работодатель, будь то крупный, малый, средний бизнес, должны обмениваться практиками, чтобы в целом, да, каждый по отдельности был конкурентоспособным, и в целом наш регион был привлекательным для кандидатов, для соискателей, для талантов из других регионов, из других стран. Да. А экспертами форума кто выступит? Чем интересным смогут поделиться? Да, мы ожидаем участия экспертов. В первую очередь это, конечно, HR-консультанты, специалисты по оценке персонала, будут у нас коллеги федерального уровня. Также мы пригласили коллег из регионов, которые поделятся опытом, который у них, да, в чем они сильны. Вот. И это такая, обмен, да, взаимоопыление, это всегда полезно, поэтому вот приглашаем всех желающих принять участие. Это у нас будет 23 мая весь день практически, да, это вот на Ленина 1, как раз в Высшей школе инновационного менеджмента у нас. Спасибо большое, Василий Сергеевич, за полезную информацию, да и вообще за то, что сегодня, да, вот вы действительно людям не просто объясняете, да, на что мы имеем права, что мы можем, да, потребовать у работодателя, и, собственно, что работодатель сегодня тоже должен и обязан сделать для своего работника. Сейчас, кстати, закончится эфир, и мы пойдем требовать. Работодатель наш. Ну, спасибо большое, мы желаем вам продуктивного рабочего дня. Спасибо. Ну, вот таким было утро понедельника. Ну и, конечно, мы, как всегда, дорогие телезрители, напоминаем вам о том, что у нас есть активный телеграм-канал. Если вдруг вы что-то пропустили или у вас есть идеи, вопросы, пожелания, отправляйте, сканируйте QR-код прямо сейчас, ну и, собственно, присоединяйтесь к нашей команде. Да, и все у вас будет хорошо. На этом наш эфир подошел к концу. Естественно, завтра мы вновь встретимся. Утро встретим, новый день. Ну а сегодня, на сегодняшний день, желаю вам хорошего настроения, с улыбкой на лице. Несмотря на погоду, пусть будет все тепло, и все у вас сегодня получится. И требуйте у работодателя, как уже поговорили. Современный мир, а пришло время уже этим заниматься. До новых встреч!